Фламинго на 3 разных языках. На русском. Фламинго на английском. Фламинго на казахском. Колкикас. Мара вот такой, бля. Мара қайда Мара? Париж. Ойбой. Алға. Ойбой. Об общепринятых мерах, да, и для парней, и для девушек, да, самый стандартный вариант, это как саламатсыба. Который говорится на серии как саламатсызба, и который в современном виде как Санасыба. То есть любому человеку ты подходишь и говоришь санасыба. И это получается самая общепринятая, нормальная амандасу. Ну, если уже говорить об нормальном, да, для того, чтобы уже выглядеть как будто ты знаешь казахский. Тебе нужно будет просто подойти и сказать следующее, да? Саламатсыба, қалыңыз қалай, деніңіз сау ма, үй іші аман есен, тірліктен жүріп жатыр ма. То есть в этом случае ты здороваешься, спрашиваешь, как дела. И уже у тебя получается какой-то диалог, и в этом случае уже играет казахский нетворкинг. Ребята, вы если посмотрели, у нас следующая тема это натиже сабах. Натиже сабах это письменная работа. Сейчас я все слайды приготовила, я сейчас вам отправлю натиже сабах. Койше – это значит поставь. Койше. Но сегодня мы его по большей части используем как все, хватит, перестань, отстань. Если вас донимает какой-то человек своими вопросами, просьбами и так далее, вы можете сказать «Койше». Если вы хотите поскорее закончить спор, который уже в принципе не имеет никакого продолжения, но ваш собеседник все хочет его продолжить, вы можете сказать «Ой, койше». Итак, если вас кто-то очень сильно достал своими разговорами, то вы можете просто эпично уйти и перед этим просто сказать «Ой, хочешь». Крокодил на 3 языках. Крокодайл, крокодил, колтраун. Правило. Ал, Джонни, не алдыйсың? Көпшік дейсің ба? Тұрған дұрыстап қарашышы. Қасқа. Переходим к 3-му правилу. Нет зад. Самая универсальная фраза, которая распознает в тебе западного человека, это не зад, но опять же его нужно правильно произносить, да? Do not say не зад. You should say зад. Shortly. Зад. Зад новый. Қой құрсын, стырнаң барлығын. Бу – это пар. Жу – мой. Ну, не в смысле мой, а в смысле мой тщательнее, пожалуйста, да, вон щетку возьми нормальную. Ку – хитрый. Ру – род, которому принадлежит казах. Казахи не делятся на роды, они состоят из родов. Ту – флаг. Су – вода. И еще одно мега короткое слово, которое состоит из буквы У. У – яд. Шошқа, сиыр, тауық, балық, адам. Второе правило. На каждый глагол, который есть ты используешь во время своей речи, просто добавляешь шиш. Да, баршиш, койшиш, джигршиш, срашиш, бершиш, кельшиш, чатшиш, болшиш и так далее. Итак, это слово «пале». Представьте себе такую ситуацию. 2 старушки сидят на скамейке возле подъезда. Ай, Катипаш, сен ана Айгүлді білесің ба 2-ші қабаттан? Сол қыз бір үлкен фирмаға жұмысқа шықты ғой. Пәле, осы қыздың бар ғой, жүрмейтін жері жоқ. Пәле де пәле, дұрыс айтасың, пәле қыз екен, өтте пәле. Сен білмейсің ба осы фирмасын аты қалай екен? Мен балама айта салам, мүмкін ана жерде бір оған жұмыста табылады. Ой, ана жолы айтып еді ғой маған. International бір пәле. Ай, ұмытып қалдым ғой мен осы. То есть, как мы видим, одно слово может выражать аж несколько значений в зависимости от того, в каком контексте вы будете его использовать. Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтарқар бар, қырқада қырғарқар бар, қырғарқарда ағарқар бар, алтарқарда марқарқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің гүлге қарап күлімдеді, көгілдір гүлге қонған аралар гүлдеді. Доп теп, дөп деп. Ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі. Жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды. Зурнада бір ғана зура ойнайды демес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік илеуде иленбейді, итбалық итмұрынды искемейді. Пай
пай-пай, жайылып жүр тай, ай-ай-ай, ұшып кетті торғай. Хан баласы ханзада, болды ғашық ханшаға, алып ханнан хабар, ханшайымды табар. Қақарлайды қар, шақарға келіп қақарланар. Циркті ойнар аюды, циркаш десем күлесің, цәрпінен басталған цемент сөзін білесің. Сатып алды чемпион чемодан, чемодан алған чемпион шек алған. Шынтемір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалқысын шық еткізді. Ащы жеген тасшабаланың ауыз ашыды, тасшабала тұщы сумен аузын шайды. Съезд, разъезд, подъезд, подъезд, съезд, разъезд, жаттап ал тез. Ықыласпен ыбырай, ыдыс. Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Ну неге. Өзінше. Мы его переводим как по-своему. Давайте разберем это слово на основе всем известного факта. Меган Маркл өзінше жасады. Меган Маркл поступила по-своему, так, как она хочет. И в то же время королева Елизавета II сидит такая и думает: осы Меган Маркл өзінше бар ғой. Слово өзінше сейчас по большей части понимают, что она вот такая вот вся из себя. Қазақша сөйлейік. Аузында жап. Я думаю, тут без комментариев. Құтырма болды. Следующую фразу, кстати, можно использовать как продолжение предыдущей. Құтырма болды, қыстаяқ жейсің. Следующая фраза используется по отношению к детям, которые немножко неуклюжие. Шақ, сындыр бәрін, қират. И еще одно выражение, которое тоже может быть продолжением предыдущего. Шақ, сындыр, қират бәрін. Қып-қызыл ақшаға алған нәрсе. Бет. Перде. Бет перде. Кукак. Нет, это не лягушка квакнула. Послушайте еще раз. Балкон. Кылтима. Радуга. Кемпір қосақ. Крокодил. Қолтырауын. Дарина Салем, достар, мен Пак Джин Хо, и сегодня я вам расскажу про все слова, которые я выучила на казахском языке. Их, конечно, больше 21 слова, но это все, которые я записала в свой зошит по казахскому. Я закрываю рукой перевод, вы видите, и я его не буду открывать. И сейчас буду читать. Кол шапалах, рукоплескание. Нан, хлеб, котлет, котлета собак, урок салем, привет, кайрлытум, доброй ночи. Балар, дети, кулак, ухо. Етен жасалган котлет, котлета с мясом, жую, удалить. Уят, стыд, уялый телефон, сотовый телефон. Кагаз, бумага, бер, еке, уштот. 1, 2, 3, 4. Жок, удаль. Ой, жок это нет. Рахмет, спасибо. Каракумок, гречка и яуыз, палец или рот. Рот. Вот. Родственники общим словом мы называем тустар. Родственников по отцовской линии мы называем өзжурт. А родственников по материнской линии мы называем нағашылар. Родственников мужа или жены мы называем қайын-журт. Если вы уже замужем, то вы своих родственников называете төркін. Төркін еще переводится как корень или первоисточник. В казахских семьях обычно девушки переезжают к родственникам мужа и время от времени навещают своих родственников, поэтому это мы называем төркінге барып келу, что означает вернуться к своим первоисточникам, к своим корням. Батылский, казахский. Как говорить по-западному? Первое наблюдение. Там ты можешь услышать вместо приветствия, да, на амандасу, такую фразу, как «нехавар». На который нужно будет отвечать, да, аман, аманшылық, тыныш, өздерің қасындарынан жақсы болғандығы, ну и так далее. То есть нехавар, это различие нехавар. Сложные казахские слова, чек. Қолдауларыңызды. Қолдауларыңызды. Құқық. Құқық. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Диалекты казахского языка. Если на севере сковородку и блюдце для бешбармака мы называем таба, то на юге называют его леген. А леген на севере – это тазик. А на юге тазик – это тазик.
будет день, тун, ночь, песня про ночь, тун, 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 тун. Слово, которое само по себе звучит как звуковой эффект. Орудие убийства или предмет кухонной утвари. Нож. Пшак. Слушайте, как звучит. Пшак, пшак, пшак. Ну разве не звуковой эффект? Пшак. Вы пошли и поменяли свои деньги на доллары, а на следующий день доллар упал. И вы такой, туф, оттягнай. Черт. Который, в принципе, мне кажется, знают многие, по крайней мере, многие слышали. Но мы все же его сегодня разберем. Допустим, через 2 дня вы просыпаетесь, проверяете курс доллара, а он поднялся. И вы такой, ой-ой, В принципе, это слово достаточно универсальное, и можно его использовать в любой ситуации, которая произошла резко, внезапно. То есть вас резко напугали, вы такой, ой-ой. Или вы такой шли и нечаянно споткнулись. Ой-ой. Привет, друзья! Сегодня будем учить западный казахский язык. Первое слово «үлкен» — это большой. Второе слово «кшкентай» — это маленький. По-западному будет это «үлкен». Это «нян». И «кшкентай» — это «ктакандай». Вот. Есть другая сторона этих слов. Если ты хочешь сказать «большой», тебе надо поменять тон и сказать «нян». Если хочешь сказать «маленький», «ктакандай». Если хочешь сказать еще меньше, «ктакандай». Надо тон поменять. Просто тон менять. Илюша, ну-ка покажи, где флаг. Вот. А где Мурон? Вот. А где Кось? Кось где? Кось где? Где Кось? Ой, молодец. А сейчас у Илюшки где? Вот сейчас. А теперь покажи, как казахи сидят. Быстрее. Давай быстрее. О, а руки. Руки как делают казахи? Как делают? О, молодец. Казахское слово самое короткое и с самым длинным переводом. Бэси. Это переводится как... А, вот оно что. А я-то думал. Бэси.